У нас была небольшая проблема с комиссией. Звезды не сошлись. Их скандальный развод стал настоящей сенсацией из мира шоу-бизнеса. Бунтарка Джоли и первый красавчик Голливуда Брэд Питт после 11 лет брака, как все слабые мира сего, прошли весь путь бракоразводного процесса со всеми вытекающими последствиями. Бывшая супруга обвинила даже своего бывшего звездного мужа в неуплате алиментов. Богатые тоже плачут. В отличие от голливудских звезд, заядлые неплательщики алиментов в России не вызывают столь пристального внимания. В обществе таких людей не порицают, не осуждают. И если это тебя не касается, то многие вообще к этому вопросу относятся весьма нейтрально. А ведь цифры говорят сами за себя. Свыше 22 тысяч человек своим детям уже задолжали более 3 миллиардов рублей. И это только в Татарстане. Под покровом темноты судебные приставы выходят на охоту. Неплательщики алиментов – воробьи стрелянные, их на Микине не проведешь. У каждого из них свои приемы и методы, чтобы скрыться от исполнения решения суда. Но в этот раз Светлане Жарковой из Казани явно не повезло. Она оказалась дома. Про таких говорят злостный неплательщик. 7 лет тому назад была лишена родительских прав. За это время органы опеки ни разу не получили ни копейки на содержание ее 3 несовершеннолетних детей, которые сегодня находятся в приемных семьях. У каждого такого вот закоренелого неплательщика всегда есть оправдание. Нет работы, нет денег. Я не могу заплатить, понимаете? А как, уже с 2011 года дети там, да? Да. Уже 7 лет. Ну, мы же помогаем им, звоним, телефоны покупаем. Ну, ведь женщина довольно-таки молодая вот в нашем случае, да? Да, 40 лет еще нет, так скажем. 40 лет даже нет еще, да. То есть она еще трудоспособная, она еще могла бы поднять своих детей на ноги, могла бы образумиться. Да, ну вот, конечно, заставить работать мы никого не можем. Должникам вручается направление в Центр занятости населения для того, чтобы им там помогли устроиться на официальную работу. То есть, чтобы уже был стабильный доход, уже было возможно удержание, пускай и большой образовавшейся задолженности, но уже официальное удержание, если они сами добровольно не оплачивают. Но у нас по Конституции, соответственно, труд свободен, заставить трудиться мы не можем. Только одна Жаркова своим детям за 7 лет задолжала 400 тысяч рублей. Сумма, казалось бы, неимоверная, но тут ведь как посчитать? Неплательщики алиментов, как правило, скрывают свои доходы, тем самым усугубляя свое и без того плачевное положение. По закону, если у злостного неплательщика кукиш в кармане, то его долг рассчитывается, исходя из средней заработной платы по всей стране. Сегодня этот показатель составляет 44 тысячи рублей. Именно из этой суммы и вычитываются алименты. То есть в месяц получается не менее 11 тысяч, а за квартал набегают все 33 тысячи рублей. То есть если бы человек предоставил данные об официальных доходах, то сумма долга могла бы быть намного меньше. Если, значит, не выплачивает, мы привлекаем к административной ответственности. Продолжает не выплачивать, привлекаем к уголовной ответственности. То есть мы последовательно проводим линию для того, чтобы для должника создать абсолютно нетерпимые условия, чтобы вот алименты выплачивались в полном объеме так, как положено по решению суда. Неплательщикам алиментов не обещают жизнь малину. С каждым годом законодательство становится все жестче. Описывают имущество, закрывают счета. Им не выехать за границу, а с 2016 года и вовсе у злостных нарушителей закона стали отбирать водительские права. Более того, в ближайшей перспективе фотографии каждого такого вот уклониста из Татарстана может оказаться на доске позора. Правильно, ну правильно. Мне хоть это никогда не касалось, и нам это не нужно было. Ну, а в общем, правильно, конечно. Если, допустим, человек пьет, хоть вы где его не ловите, он алимент не сможет заплатить. А если он работает, то если он не платит, значит, он... Какой он отец, ребят? Но не стоит забывать, что алименщик алименщику рознь. И каждый может, казалось бы, оступиться. Вот этот мужчина от судебных приставов не скрывается, детям помогал как мог, но недостаточно, как того требует законодательство. В итоге образовался долг и штраф за просрочку – 200 тысяч рублей. Жалко мужика, жалко, но ведь есть и другая сторона медали. Что делать женщине, которая осталась одна с ребенком на руках? Я сама осталась одна с 2 детьми, толком алименты не получала. Очень было тяжело. Если бы не родители, не знаю, как бы выжила. А если у него есть машина, если он живет в достатке, а дети там смотрят, облизываются, а ничего съесть не могут.
мы должны четко понимать, что неплательщик алиментов – это дети, которые не получают денег, дети, которые живут в сложных условиях, да, они там, возможно, не доедают, возможно, они одеты не очень хорошо. То есть это все отражается на детях. И, соответственно, такие условия жизни для детей, они неприемлемы. У каждой бывшей семьи своя история. И эти истории отнюдь не из жизни голливудских звезд. Государство призывает заплатить алименты и спать спокойно, чтобы под покровом темноты в ваш дом не постучали незваные гости. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.